Бадра Зурабович, частично отвечу Лане. Такого масштабного продвижения имиджа Абхазии в течение этого последнего года не было еще в новейшей истории Абхазии. Вот это и есть, наверное, главное достижение нынешнего президента. Форумы там не имеет значения, что повлияло, но такой интерес, который сейчас проявляется к Абхазии не только стран бывшего Советского Союза, но и зарубежных стран, не было в новейшей истории Абхазии. Ну, это такая ремарка. И, если позволите, два вопроса. Вот последняя ваша встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы поднимали вопрос снятия пенсии у пенсионеров, которые верой и правдой служили до развала Советского Союза в органах внутренних дел. Да, есть какие-то там нюансы, но есть, которые действительно служили верой и правдой. И второй вопрос, если позволите. Почему затягивается назначение торгпреда Абхазии в России? Спасибо большое за вопросы. Я поднял этот вопрос. Более того, это не просто вопрос был. Я подготовил обращение на имя Владимира Владимировича Путина по вопросу сохранения возможности получать пенсии, российские пенсии для сотрудников Министерства внутренних дел. Вы полностью справедливо это отметили, правильно отметили. Именно люди, которые отдали часть своей жизни, в том числе и служению и советской системе общественного порядка, и послевоенные годы служили в абхазских органах, правоохранительных системах. Мы этот вопрос поднимали. Я почувствовал, что и руководитель российского государства Владимир Владимирович Путин с пониманием отнесся к этому вопросу. Поручения даны проработать возможность решения этого вопроса. Думаю, что уже с нашими коллегами мы этот вопрос далее будем продвигать. Очень надеюсь также на решение этого вопроса, но помимо надежды и предпринимаем шаги для решения этого вопроса. Вы знаете, да, вопрос затянулся, скажу откровенно, я в поисках кандидата на должность руководителя, торгового представителя. Я считаю, что это недооцененный инструментарий, механизм, в том числе в рамках экономических взаимоотношений между странами. Я хотел бы все-таки найти человека, который наиболее эффективно смог бы реализовать этот механизм. Что касается имиджа, буквально ремарочка, спасибо вам за вашу оценку. Но самое главное, чтобы этот имидж сохранялся долгие годы для нашей страны. Буквально на встрече в Москве один из тех, с кем я общался, наших соотечественников, которые очень переживают за нашу Родину, он мне сказал следующее. Я впервые за какое-то там время с гордостью говорю, что я из Абхазии, потому что чувствую, что здесь, в Российской Федерации, отношение к нашей республике меняется. Для нас это очень важно сохранить. Бадр Зурабович, вами был создан совет по делам ветеранов при президенте. Вот по долгу своей работы могу сказать, что общественность восприняла очень положительно эту новость, потому что большинство комментариев, которые я читала, были: и пускай проведут перерегистрацию и проверят, у кого какие награды и у кого вообще выданы свидетельства участников войны незаслуженно. Хотелось бы узнать, на какой стадии работа этого совета находится и о ближайших планах, потому что на самом деле для наших граждан, особенно для тех, кто принимал участие в войне, это очень острый вопрос, и они ждут реальных решений. Спасибо. Спасибо, Илана. Действительно, когда мы принимал решение о создании Совета ветеранов при президенте Республики Абхазия, как раз-таки считал, что такого рода вопросы должны обсуждаться в рамках таких ветеранских организаций. Наверное, вы обратили внимание на тот стиль и кадровых назначений, и на формирование, в том числе и Совета по ветеранам. И я стараюсь избегать участия в
в решении конкретных вопросов политических, так скажем, тяжеловесов. Я бы хотел, чтобы в эти процессы были включены обычные наши граждане, ветераны, которые очень скромно ведут себя на протяжении десятков лет, которые никоим образом никому не дают возможности сказать, что ветераны там позволяют себе лишнего. Я хотел бы, чтобы побольше таких людей было привлечено к решению тех задач, которые сегодня перед нашей страной. Вот как раз-таки Совет по ветеранам, состав его очень, так скажем, сбалансированный. Это наши обычные граждане, люди, которые имеют свое, при всей скромности, свое твердое мнение, и которые чувствительны к тем проблемам, которые существуют в нашей стране. Это, конечно же, задачи какие? Это решение социальных вопросов ветеранов, выработка предложений. Это вопросы, связанные с как раз-таки справедливым распределением тех небольших возможностей, которые есть у нашего государства. Это вопросы, связанные с уточнением списков ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Это вопросы, которые ежедневно беспокоят ту категорию граждан, о которых мы сегодня говорим. Они лишний раз тоже о себе не напоминают, они живут своей обыденной жизнью, скромной жизнью. Если мы сделаем, благодаря вот этому совету по вопросам ветеранов, несколько концептуальных вещей, которые могли бы стать полезными для наших ветеранов, я считаю, что это самый большой результат. Будем работать в этом направлении. Кстати, в рамках Совета по ветеранам мы обсуждаем и вопросы реформирования Министерства обороны. Они, как люди, прошедшие войну, тоже имеют свое мнение. И часто, хочу на это обратить, часто авторитетное и полезное. Мы обязательно их опыт используем в своей работе. В первую очередь хотела поблагодарить вас за такой открытый и честный диалог. Для нас, медийщиков, журналистов, это очень важно. И сегодня в рамках пресс-конференции мы поднимали очень важные глобальные вопросы для нашей страны. И если позволите, небольшой вопрос о личном, который волнует сегодня многих родителей. Этот месяц, он очень волнительный для абхазских семей, где дети заканчивают школу, и вы сейчас находитесь в такой же ситуации. И мой вопрос следующий. Ваш сын является выпускником. Определился ли он с выбором будущей профессии и вузом? И было ли это его личным решением или рекомендацией родителей? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Действительно, окончание школы и предпоступление в высшие учебные заведения – это всегда особое время для детей, для их родителей. И также нашу семью, эта история не обошла. Я уверен, что ему не понравится то, о чем я сейчас скажу, но скажу честно. Конечно же, он выбирал профессию самостоятельно. Он сам старается сделать так, чтобы его знания были бы соответствующие для поступления, готовиться. Также у преподавателей, у наших абхазских преподавателей в Абхазии. Он будет поступать в Абхазский государственный университет. Это тоже самостоятельное решение, это не навязанное решение. Надеюсь, что у наших молодых людей будет такая возможность получить достойное образование на своей собственной родной земле. Потому что Абхазский государственный университет, при всем уважении к тем вузам, в том числе, в котором я учился, очень богат своей историей, очень профессиональный коллектив. Но Олегу Алексеевичу надо дать должное. Он смог создать эту атмосферу комфорта, уюта и при этом профессионализма. С другой стороны, если говорить об образовании, сегодня мы совершенно в других условиях. Сегодня студент, абитуриент
может получить образование, используя и современные информационные технологии. Только должно быть желание. Вы все прекрасно помните, как мы дополнительно искали возможность значит, получить информацию в библиотеках, да? Там, обменом книгами со знакомыми, с друзьями. А сегодня все это в открытом пространстве. Только нужно иметь желание. По тем специальностям, которых у нас здесь в Абхазии нет, конечно же, государство помогает получить молодым людям образование. Мы оплачиваем за обучение, пусть это немного направлений, но именно те направления и направленные специальности в области медицины, в области инженерии и ряда других направлений, которые мы считаем приоритетными. На нас многие обижаются, потому что к нам приходят, просят там, оказать содействие в обучении на такие направления, как стоматологи, экономисты, юристы, политологи. Но мы отказываемся от этих направлений, потому что этих направлений, да, слишком много. У нас экономика требует других специальностей. Это что касается высшего образования. Что касается, значит, специальных образований. Вы, наверное, обратили внимание, что и наши российские коллеги при их поддержке, вот Сергей Владимирович приезжал, мы ездили в техникум, смотрели возможности техникума, исходя из востребованности в экономике. Нам нужны специалисты среднетехнического образования, нам нужны высококлассные повара, нам нужны электрики, нам нужны монтажники. Это как раз-таки та сфера, в которую с удовольствием люди готовы пойти, но для них надо создать условия. Созданием условий мы сегодня и занимаемся. Поэтому не обязательно речь сегодня идет о тех, кто поступает в высшие учебные заведения. Все те, кто хотят учиться, государство обязано предоставить эти возможности. Да. Вы очень много говорите о тех современных технологиях, которые помогают обучаться нашим студентам, в том числе и дистанционно. И, кстати, если говорить о развитии абхазского языка, вы говорили о создании технопарка, специализированных классов по изучению абхазского языка и литературы в школах Абхазии. Могли бы немного подробнее нам об этом рассказать? Спасибо большое. Действительно, в рамках развития современной экономики, частью которой, как бы кто ни говорил, частью всего этой экономической действительности Абхазия также является частью всего этого. И, конечно же, Абхазия не может развиваться закрыто и применяя старые инструментарии развития экономики. Когда в современных условиях развивается цифровизация, в современных условиях развиваются новые подходы, стандартизации, мы, не учитывая это, не имеем права. Сегодня в Абхазии, я хочу обратить ваше внимание, даже не столько при поддержке государства, проявляя личную инициативу, очень многие наши ребята закончили вузы, где обучают современным технологиям, современным коммуникациям. В частности, большое количество наших ребят закончило Обнинский университет. Вы знаете, что часть из них уже трудится на благо в этой сфере автоматизации, телекоммуникации, телефонии и ряда других направлений. Нам необходимо скоординировать разрозненные действия, да, вот, одних групп, вторых, третьих, и создать им благоприятные условия. Для нас очень важно привлечь сюда серьезные компании. Вы сами обратили внимание и видите, что сегодня современные условия не диктуют обязательного нахождения и привязки к местности. Да? Современные компании, мощные компании создают благоприятные условия для своих сотрудников, для нахождения их в комфортных условиях. Вот, хочу ваше внимание еще раз обратить, ни одна компания, значит, на север не отправляет своих людей для удаленного доступа и работы. Наоборот, создают им условия, отправляют на юг, поближе к морю, поближе к
комфортным природно-климатическим условиям, и поэтому у нас есть свои преимущества. И технопарки, созданные значит, в соседних государствах, мы изучали эту ситуацию, и Абхазия ничем не хуже этих территорий. У нас есть возможности и коммуникации, и выхода через сети в международное пространство. Вы знаете, мы часто говорим, что вот Абхазия частично признана, нам это создает серьезные сложности для развития. Это так и есть, действительно так и есть. Но есть сферы, где нет границ, где нет географических расположений, препятствий. И как раз-таки это сфера современных технологий, то, на что мы должны сакцентировать свое мнение. Мы занимаемся развитием цифровых решений. Буквально скоро, я думаю, что мы откроем ЦОД, созданный при поддержке государства. Это как раз-таки та площадка, та возможность для привлечения серьезных крупных компаний. Мы также, кстати говоря, обращаясь к нашим российским коллегам, я вот обращался лично к Сергею Владимировичу Кириенко с просьбой оказать содействие для попадания, так скажем, наших компаний и абхазского языка на площадке компании Яндекс. Это тоже новые возможности, новые технологии, когда будет существовать возможность речевого распознания абхазского языка на такой мощной платформе. То есть мы занимаемся этими направлениями, скажу честно, они очень затратные, очень дорогие в реализации, но мы по мере своих возможностей потихоньку, пошагово идем к изменению формата и подходов с применением этих инструментариев. Зурабович, в недавнем заявлении общественных политических организаций было сказано о том, что раздут чиновничьи аппараты, и кто бы что ни говорил, придя к власти, о том, что будут сокращать и так далее, но ничего не меняется. Как вы прокомментируете? Что бы я хотел сказать? Мне вспоминается несколько попыток сокращения чиновничьего аппарата за последние десятилетия несколько раз. Даже подписав официальное распоряжение о сокращении штата на 10%, количество чиновников наоборот росло. Конечно же, это неправильно, этого надо избежать. Мы, в своей деятельности, в первую очередь, я в своей деятельности анализирую и эффективность подходов отдельных чиновников, отдельных направлений и отдельных служб. Скажу о том, что если раньше в определенные службы стояла очередь большая, чтобы попасть на эту работу, сегодня, когда мы начали корректировать работу этих ведомств, многие, наоборот, стали уходить с этих служб, потому что там невозможно стало зарабатывать. Я считаю, что надо применять комплексно меры и подходы. Я считаю, тоже, конечно, надо сокращать, но это делать постепенно. Не просто взяв механически сказать 10%, попросить их на улицу, а сделать так, чтобы у них появился больший интерес заниматься собственным делом, развивать экономику. И поэтому вы наверняка обратили внимание, что мы эту поддержку осуществляем сегодня. Это беспрецедентная поддержка, когда 500 миллиарда рублей направляется на малое и среднее предпринимательство. Для чего мы это делаем? Чтобы появились возможности не в рамках осуществления, в том числе и государственной деятельности, а чтобы люди занимались своим делом, зарабатывали своим собственным трудом, при этом государство оказывает поддержку и помощь. Считаю вопрос правильным, актуальным, и обязательно мы сделаем так, чтобы чиновничий аппарат сокращался, но не просто технически, а комплексные решения будут приоритетными. Если говорить о действующем правительстве, наверное, имеется в виду, что в правительстве 5 вице-премьеров. Наверное, так, да? Я бы хотел, кстати говоря, на этот вопрос ответить следующим образом. У нас не появилось новых
новых и отдельных вице-премьерских должностей. Есть два вице-премьера, которые также являются руководителями ведомств. Для чего это делается? Для того, чтобы придать особую статусность этому направлению. Это молодежная политика. Я с полной ответственностью заявляю, что это было мое решение. Вот руководителю, значит, сферы молодежной политики придать особый статус и в вопросах общественной безопасности. Это два направления, на которые я акцентирую также свое внимание. Значит, что касается молодежной политики, тут, наверное, очевидно, что мы приоритеты расставляем как раз-таки на перспективу, на будущее. И вторая должность – это руководитель Министерства внутренних дел. Это также то направление, которое является ключевым направлением для обеспечения и общественной безопасности, и обеспечения положительного имиджа для нашей страны, учитывая Абхазию, что является курортной страной, в страну, куда приезжают большое количество людей. Мы предпринимаем ряд решений, в том числе и по смене кадрового потенциала, привлечения молодежи также в систему МВД. Значит, предпринимаем решения по модернизации и оснащению Министерства внутренних дел. И я позволю себе, значит, сказать то, что буквально на днях у нас происходило. Я думаю, что правоохранительные органы не сильно на меня обидятся, выдам их информацию, но такие вещи, как кража, воровство людей, похищение людей у нас в стране минимизировались. Вы прекрасно все это знаете, но, к сожалению, на днях 11 числа такой случай на территории Абхазии произошел. Я бы хотел проинформировать вас о том, что буквально вчера похищенные люди были освобождены, люди, которые похищали, задержаны. Я благодарен всем, кто принимал участие. Бадра Зурабович, вами была достигнута договоренность о том, что на территории Республики Абхазия начнется выдача паспортов гражданина Российской Федерации. Якобы будет эта выдача по аналогии с выдачей водительских удостоверений, которая вот была начата в прошлом году. История с удостоверениями завершилась досрочно. Мы все помним, при каких обстоятельствах это произошло. Остается ли в силе договоренность по выдаче российских паспортов гражданина Российской Федерации на территории Республики Абхазия по упрощенной схеме, я имею в виду, потому что сейчас это представляет собой очень сложную процедуру. Я свое мнение озвучивал не раз, кстати говоря, и озвучивал в интервью с Саидом Барганджи, говорил про это, мое мнение известно. Вы знаете, все, что мы пытаемся сделать, это упростить жизнь нашим гражданам. Я слышал о том, что вот получение российского паспорта на территории Абхазии это представляет угрозу. Хочу акцентировать еще раз ваше внимание. Российский внутренний паспорт гражданам нашей страны нужен для того, чтобы его использовать на территории Российской Федерации. Какую угрозу паспорт гражданина Российской Федерации значит, несет для нашей страны, я аргументов этих не услышал. Значит, еще раз говорю о том, что здесь самое главное не форма документа, а гражданство. Мы практически все являемся гражданами российского государства. Если это попытка, значит, политизировать историю, но это ненужная попытка, это точно не будет полезно для обычных людей. А если за этим кроется реальная угроза, давайте садиться и обсуждать. Если государство в лице органов исполнительной власти нарушили формы, методы получения этого гражданства, хотя я уже ссылался, что эта практика и опыт за эти 30 лет всегда существовали, давайте сядем вместе, скажем, там, где необходимо это регламентировать, регулировать нашим законом, мы же все вместе
являемся ответственными людьми, давайте сделаем так, чтобы это не нарушало наших законов и при этом было бы комфортно для наших граждан. Насильно никто никому никакой документ не предоставляет. Это все исходя из востребованности наших граждан. Я считаю, что это тот случай, который не нужен был для раскрутки и придания такого резонанса. Это не та тема, которую нужно было бы так раскручивать. И там точно политических дивидендов никто ни в чем не получит. Я, и как ранее говорил, я, конечно же, буду обращаться по решению этого вопроса, но когда ты упускаешь одну возможности, потом снова вернуться к этому, конечно, становится тяжеловато, потому что текучесть и вопросы, которые возникают, решение которых требуется не безотлагательно, всегда меняется, поэтому сейчас есть приоритетные вопросы, на которые мы должны сакцентировать свое внимание. Комитет по репатриации, как вы видите, Бадр Зурабович, его задачи сейчас, потому что наблюдая за его работой, немножечко здесь расходится, да, концепция, которая была заложена при его создании, и тем, что происходит сейчас. Из средств Комитета по репатриации улучшаются жилищные условия молодых семей, там какие-то идут на процедуры ЭКО, может быть, что-то еще, что я сейчас не вспомню. Но как дальше это будет развиваться? Репатриация, насколько она сейчас актуальна и эффективна? Спасибо большое, Марианна. Очень важный вопрос. Действительно, если говорить о эффективности, я вам сразу четко отвечу, что она неэффективна. К сожалению, за последние годы работа не самого комитета, не самого исполнительного органа, я бы не от этого отталкивался бы, а от общей концепции политики. К сожалению, не получилось за эти 30 с чем-то лет сделать репатриацию мощным демографическим подспорьем. Что у нас в сухом остатке? Мы по мере своих небольших возможностей создаем какие-то условия благоприятные там, в распределении квартир, строительстве жилых домов и создание там рабочих мест для репатриантов, но все это не пользуется особыми благами и эффективностью. Мне кажется, все-таки необходимо перезагрузить формат вообще концепции репатриации. Мы должны более тесно и более близко начать общаться с нашей диаспорой, не только, кстати говоря, из Турции, но и с диаспорой, проживающей на территории Российской Федерации. Потому что вы знаете, что часть нашего народа, абазины, также проживают на Северном Кавказе, многие из которых являются гражданами нашей страны. Это тысячи людей. Но вернуться на родину, к сожалению, согласны далеко не все. Поэтому мы сейчас ведем работу по расширению возможностей вообще этой деятельности, направления. Ну и в целом хотел бы сказать о следующем. Для чего мы это реализуем? Это в том числе и демографическая политика. Действовать в отрыве, в разрыве между нашими гражданами, проживающими за пределами страны, и не создавать такие же условия для граждан нашей республики, для молодых семей, те, которые призваны как раз-таки и улучшить нашу демографическую ситуацию, но это несправедливо. Это мой личный взгляд, это мое личное отношение, поэтому в послании Народному собранию парламента Республики Абхазия я этот вопрос сформулировал следующим образом: о необходимости совмещения всех программ, всех ресурсов, направляемых на демографическую политику, для улучшения работы в области репатриации и поддержки молодых семей. Мы начали создавать, даже при тех небольших условиях, начали создавать анклавы, где проживают исключительно репатрианты. Ну как же мы хотим, чтобы они интегрировались в наше культурное, социокультурное пространство? Каким образом? Они сегодня, по сути, являются брошенными, проживая на отдельных территориях,
минимально соприкасаясь с гражданами нашей страны. Почему эти условия жилищные мы не могли бы создавать для совместного проживания, где как раз-таки будет интегрированность, где будет единое социально справедливое отношение, где бытовые и разного рода условия будут создаваться в равной степени как для одних, так и для других. Поэтому мы эту работу начали. Я хотел бы обратить ваше внимание, что мы уже ищем не только в одном районе и не только персонально там, для одной категории людей. Буквально в 3 районах мы сейчас изыскали возможность возврата государству недостроенных многоэтажных домов. Мы будем на их базе, значит, восстанавливать эти дома и предоставлять как репатриантам, так и молодым семьям. Я думаю, что это более справедливое отношение к гражданам нашей страны, безотносительно откуда он. Табубдарадзе юсатки ханы усхойт сархойт ариамты хазгамты закуицит хазлацажуша зара кудара рецоп табубдарадзе шара шазнейшико шара шджабазы избанукзер еха анткара стара ханалцужо уя информации ходаро хархартов яшина информация хаважлара разнагара абзия хоколаз ибзиу пахара аханткара халамшыз абри яламшызитха астара хакурглара пепшки хамуп ханткараги яхнагахо турых элканы ашипы ашитаргора хазиги ашлымхара заход табубдарадзе янук залаги сейгурхот хайчцужера хаталат бёма асепши форматома сгуяна год ициги яхала пажибыш хаважлар ирзнахкаша табубдарадзе.